Вы смотрите новости на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах к этому часу. Увеличена грузоподъемность на ледовой переправе через реку Амгу. С каким весом разрешено движение по ледовому автоземнику? В Якутск из Сербии, в столице республики, появился новый врач-офтальмолог. Наш корреспондент побывал на встрече со специалистом. Со следующего года появятся новые тарифы на перевозку пассажиров общественным транспортом в Нерюнгринском районе. Расскажем об этом подробнее. Региональный реестр для учета пострадавших участников долевого строительства заработает с 2022 года в республике. Сегодня господдержка обманутых дольщиков осуществляется в рамках федерального закона. Как уточнили в Минстрое республики, в региональный реестр должны войти граждане, не попадающие под его действие, а именно те, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков. Кроме того, в него могут войти и граждане, включенные в денежный реестр требований кредиторов, перед которыми обязательства не исполнены в рамках дела о банкротстве застройщика. Отмечается, что реестр формируют за счет информации муниципальных властей, которые предоставляют данные о ситуации с пострадавшими гражданами на их территориях. Грузоподъемность увеличили на ледовой переправе через реку Амгу в Амгинском районе. Разрешено движение автотранспорта с общим весом до 20 тонн по ледовому автоземнику через реку Амгу. Также приказами Управления автомобильных дорог Якутии с 24 декабря разрешено движение автотранспорта с общим весом до 4 тонн по автоземнику на участке поселка Джибари-Кихая, село Охотский, перевоз автодороги Алдан, до 5 тонн по автоземнику на участке поселок Оленек до границы Анабарского национального улуса автодороги Анабар, до 15 тонн по автоземнику на участке границы Анабарского национального улуса поселка Урюнгхая автодороги Анабар. По состоянию на 23 декабря в Якутии эксплуатируется 28 ледовых переправ. Пожар в многоквартирном доме унес жизни 3 человек в поселке Светлое Мирнинского района. Огнем повреждена квартира на площади 30 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 26 человек, в том числе 4 ребенка. На тушение привлекалось 5 единиц пожарной техники и 15 человек личного состава из числа Государственной противопожарной службы республики и МЧС России. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Мирнинским межрайонным следственным отделом СУИСК России по Республике Саха-Якутия проводится процессуальная проверка по факту обнаружения в квартире жилого многоквартирного дома поселка Светлый тел 3 человек. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе старшего следователя Мирнинского межрайонного следственного отдела сотрудников полиции. Следователям Следственного комитета проведен осмотр места происшествия, осуществлены опросы, иные неотложные мероприятия. С места происшествия изъяты предметы, имеющие значение для установления всех обстоятельств произошедшего. Установлено, что жертвами пожара стали 49-летняя женщина и 55-летний мужчина. Личность 3-го погибшего в настоящее время устанавливается. В рамках процессуальной проверки назначены необходимые экспертные исследования, которые помогут установить причины произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством. Проверку по факту пожара проводит и прокуратура республики. В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям, способствовавшим гибели людей, соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и другим вопросам. Еще в одном пожаре погиб ребенок 2014 года рождения. Сегодня утром в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме на улице Дорожная в городе Мирный. Огнеборцы были на месте через 6 минут. На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горела кровля. Пожар ликвидирован. Огнем повреждена кровля дома по всей площади и квартира на площади 35 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 105 квадратных метров. Причина пожара – виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение было привлечено 3 единицы пожарной техники и 17 человек личного состава МЧС России. Дверь была закрыта на замок. В ходе проведения разведки и тушения пожара в одной из комнат была обнаружена девочка в бессознательном состоянии. Незамедлительно была передана бригаде скорой медицинской помощи, но, к сожалению, реанимационные мероприятия не увенчались успехом, и ребенок погиб. Безусловно, рост пожара в зимнее время связан с увеличением нагрузки на электронагревательные приборы,
с нарушением правил эксплуатации печного оборудования. Эти версии сейчас во втором пожаре с девочкой будут приоритетные. К другим темам. Всего 1,5 месяца в Якутии, уже ощущение полного комфорта в рабочей атмосфере. В республику продолжают прибывать врачи из различных регионов России и даже из других стран. Так, в столице республики появился новый врач-офтальмолог. На встрече со специалистом побывали наши коллеги. Надежда Николаевна, здравствуйте. Меня зовут доктор Стефан. Я буду вашим лечащим врачом. Мы сейчас посмотрим ваши глазки и решим, что будем делать дальше. Ставьте, пожалуйста, подбородочек. Посещать врача-окулиста нужно регулярно. Это позволит заметить симптомы начинающихся заболеваний и своевременно принять меры. Эксперты отмечают, что не реже 1 раза в год нужно проверять и зрение. Так, в Якутской офтальмологической больнице теперь работу с пациентами проводит новый специалист с достаточно интересной биографией. Стефан Георгиев – этнический серб, и в нашей республике он оказался по нетривиальной причине. Мне был очень интересен формат выездных командировок. То есть, в принципе, выезды в УУСы, где остаешься сам один на один с проблемами и со сложными пациентами. Это достаточно интересный формат. В целом, учитывая свое происхождение, Стефан считает себя русским, так как основной период его сознательной жизни прошел в Москве. Вот уже 9 лет он трудится в сфере медицины, и новой ступенью в его карьере стала работа в нашей республике. Меня шокировали, конечно, якутские морозы, но я к ним был готов, в принципе, так что пока справляемся, так скажем. Молодой специалист для Якутии – не только обновление кадрового состава больницы, но и вклад в науку нашего времени. Я думаю, что это для него будет большим интересным подспорьем в будущем, потому что он здесь обретет те навыки, которые необходимы для будущего аспиранта. Он соберет научную базу, и для нас это очень важно, потому что научные данные из Якутии в условиях крайнего севера будут озвучены в его диссертации, над которой он сейчас работает. Стоит отметить, что многие сходятся во мнении и считают представителей сферы медицины циниками, однако Стефан с этим не согласен. По его словам, врач должен совмещать в себе сразу несколько ипостасей. Ну, вы знаете, здесь скорее не цинизм. Я думаю, что здесь все-таки должен быть грамотный такой психологический подход. То есть пациент должен быть готов к тому, чтобы услышать такой диагноз. И всегда нужно понимать, кто готов сейчас это услышать, а кто нет. Иногда не стоит сразу сказать пациенту, что он потеряет зрение в ближайшее время. Хотя такие ситуации бывают. Благодаря такому обмену опытом возрастает уровень не только республиканской, но и российской медицины. Развитие исследовательских программ, обновление научной базы – все это еще одно дополнение в рамках Года здоровья в республике. Надежда Саханская, Владимир Павлов, Якутск. Перейдем к эпидобстановке. За минувшие сутки в республике выявили 116 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Якутске зафиксировано 33 случая заболевания ковидом, в Нерюнгринском районе 9 случаев, в Алданском, Мирнинском по 8. В Среднеколымском 7, Сунтарском 6, Мегино-Кангаласском, Хангаласском по 5 заболевших. Еще в 14 районах республики зафиксировано от 1 до 4 инфицированных. Уважаемые жители республики, в связи с тем, что возрастает уровень иммунизированных, то есть иммунная прослойка в республике, Айсен Сергеевич Николаев подписал указ, согласно которому изменились требования, то есть по QR-кодам для допуска в торговые центры эти требования отменяются. Режим работы предприятий общественного питания продлевается до часу ночи. При проведении официальных спортивных мероприятий допускается заполняемость зрительного зала на 50%. Новые тарифы на перевозку пассажиров и багажа общественным транспортом по муниципальным маршрутам будут действовать в Нерюнгринском районе со следующего года. Например, добраться до нового аэропорта в поселке Чульма от Нерюнгри можно за 160 рублей, а до старого за 138. Из Серебряного Бора до старого аэропорта за 85 рублей, а до нового за 107. От железнодорожного вокзала в поселке Беркакит до села Иенгра можно будет за 83 рубля, а
из Нерюнгри до поселка Серебряный Бор за 53 рубля. Более подробную информацию прямо сейчас вы видите на своих экранах. Отмечается, что проезд одного пассажира и провоз одного места габаритного багажа по всем маршрутам имеют равную цену. Также предусмотрен отдельный тариф на перевозку пассажиров до остановочного пункта «Новый аэропорт» поселка Чульман. В преддверии Нового года сегодня в селе Улахан Хангаласского улуса открыли детский сад на 90 мест. Двухэтажное здание возведено по программе комплексного развития сельских территорий. На строительство объекта выделено более 133 миллионов рублей. В этом году по государственной программе республики «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы в Якутии будут введены 15 объектов капитального строительства, а в 2022 году 6 социальных объектов. В новом здании детского сада предусмотрены медицинский кабинет, буфет, музыкальные и спортивные залы, а также кабинеты для групповых занятий детей. В Нерюнгринском театре кукол состоялась премьера новогодней сказки «12 месяцев». Режиссер Александр Иванов хоть и сохранил основную сюжетную линию, но все же по-своему оживил сказку, добавив неожиданные решения. Атмосфера этой волшебной истории создается необычными декорациями пейзажей зимнего леса, который чудесным образом превращается в благоухающую весеннюю поляну. Дворец меняет интерьер скромной избы, а дворцовые указы герои узнают через гаджеты. Яркие костюмы персонажей и, конечно, песни и танцы в разных стилях придают сказке динамики и экстравагантности. Касаемо самой сказки, она очень интересная, актерами очень хорошо сыграна, антураж свой она передает. Очень захватывает дух, просто сидишь и вот так вот хочется смотреть и смотреть, еще раз пересматривать. Мне понравилась эта сказка, она очень интересная, молодежная, даже были какие-то нотки из игры, из разных игр. Мне она очень понравилась, она энергичная, хорошая, очень похожа на игру Brawl Stars, честно. Рад, что в нашем городе есть такой театр, где можно провести хорошо время с ребенком и даже самому взрослому. Очень было интересно. Спасибо вам большое. Со сцены ребятам предлагается интерактив, в котором можно танцевать, не покидая свои места, смеяться от души и радоваться вместе с героями. В финале зрителей поздравляют Дед Мороз, Снегурочка и символ наступающего года – тигренок. Постановка «12 месяцев» будет идти до конца года. А с первых чисел 2022 года театр предлагает разнообразие спектаклей, уже полюбившихся сказок из репертуара прошлых лет. Мы начинаем новогодний марафон, где наши зрители смогут увидеть такие спектакли, как «Морозко», «Снежная королева», «Маша в гостях у медведя» и «Случай новогоднюю ночь». Эти спектакли у нас объединены все новогодней тематикой. И мне кажется, нашим зрителям будет интересно вновь и вновь оказаться в наших гостях и посмотреть наши удивительные сказки. В этом году посещение театра возможно только неорганизованными группами. Показы проходят на свободного зрителя. То есть каждый родитель самостоятельно принимает решение привести ребенка. Но это не отразилось на количестве зрителей, желающих подарить праздничное настроение своему малышу. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. На этом у меня все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.